Дорогие друзья, в эфире «Галерея искусств». Этот выпуск будет отличаться от предыдущих тем, что сегодня мы познакомим вас с людьми, имена которых с гордостью произносят как в Азербайджане, так и в Дагестане. Их творчество объединяет две республики, две культуры, два народа. Баку – город особого колорита. В нем древняя архитектура удивительно сочетается с современными небоскребами. А тихие мощеные улочки вдруг выходят на большие прекрасные проспекты. Памятники и фонтаны делают этот город особенным, а мерцающие в ночи огни Абшерона – загадочным. Наверное, поэтому в этом городе много художников, поэтов, музыкантов. Людей незаурядных. С одним из таких – наше первое знакомство. В личности художника Дарвина Велибекова все неординарно, необычно, как и в его творчестве. Территория его мастерской типовой многоэтажки в центре Баку – терра инкогнита. Живопись в стиле авангард с древними загадочными символами. Его картины, на первый взгляд непонятные, завораживают цветовой гаммой, шокируют своей энергетикой. Нетрадиционно? Конечно. Махачкале так не работает. Так это что? Композиция в красном, оранжевом скорее. Композиция в оранжевом написана там. Но зато я цветом заставляю вызвать людей эмоции, чувства, тепло, энергетику. Картины Дарвина Велибекова имеют в своих коллекциях премьер-министр Турции, посол Франции в Азербайджане, бургомистр города Майнц на Рейне, мэр города Вены. Его полотнами украшены посольства Азербайджана в США и во Франции, музей Академии художеств имени Штиглица в Санкт-Петербурге, еще многие частные собрания и музеи. Это одна работа, здесь из двух кусков. Она называется «Отражение». Это темная часть, это как бы отражение через гладь воды, через зеркало, через что хоть стекло, отражение. Но работа называется «Отражение. Точка посвящения Абшерона». Селения Абшеронские, около 20 селений. Название, да, это в этом Абшерон только селение, древнее селение. Посвящаю, где я живу, Абшерон. Абшерон живописный, вот, и образ ковра, как бы, подспутно. Дарвин Велибеков был участником более 100 конкурсов и выставок в Дагестане, Азербайджане, в Израиле, Норвегии, Японии, Иране, Польше, Италии. Здесь то же самое отражение, но другая гамма. Да, написано, ну это ковер наш, да, вот, Сумахар, посвящение Сумаха, тоже отражение посвящения Сумаха. А Сумах кто делает? Лезгины и североазербайджанцы. И написано Азери, Лезги, Азери, Лезги, Азери, Лезги. Художник Дарвин Велибеков родом из селения Чепер, что в Ахтынском районе Дагестана. Он выпускник Академии имени Мухиной, какое-то время жил и работал в нашей республике. Преподавал на художественно-графическом факультете Дагестанского государственного педагогического университета. Он член Союза художников Дагестана и Азербайджана. Здесь, в Дагестане, участвовал во многих конкурсных проектах и занимался монументальным искусством. Но проработав 4 года, переехал в Азербайджан. Что поспособствовало тому, что вы так вот вдруг переехали сюда? Ну, потому что жена здесь, отсюда. Родственники здесь, родители были здесь, братья, сестры в основном здесь. Ну, возможностей здесь больше. Несмотря на известность и признание, Дарвин Велибеков себя сформировавшимся живописцем не считает.
Для моих любимых художников столько ступеней. Я как будто у подножия Шалбуздага смотрю на вершину. А кто ваши любимые художники? Ну, уже лет 40. Один меня тормозит, держит. Это Ван Гог. Художники, живописцы, которые были посвященными. Это не всегда, не все знают и мало об этом говорят. Посвященные мне все же больше нравятся. Это Джотто, братья Лоренцетти, Фра Анджелика. Потом мне нравится очень сильно Веронезе, Тинторетто, Веласкес. То есть именно Пьеро Франческо. Самые изысканные, тонкие живописцы. Эпоха Возрождения в основном. Они самые величественные, да. Самыми великими он считает художников эпохи Возрождения, потому что они были посвящены в таинство древних знаний. Эти же знания когда-то увлекли самого художника. Когда у меня появилась эта книга, первая книга «Тайная доктрина Блаватской», я совершенно был ошеломлен. И для меня все как бы перевернуто стало. Я стал заниматься ночами, сотни ночей не спал. 4 года только изучал это разоблачение изюда. Потом я достал 20 книг ее Блаватской. Знакомство с трудами Блаватской и увлечение эзотерикой сказалось на жизни и творчестве художника-авангардиста. Он стал исследователем кавказской культуры, в частности, лингвистики. Кто занимается эзотерикой, у них открывается свой настоящий «я», его истинное лицо. Чем он должен заниматься? Его настоящая способность. Лично мне открылась лингвистика. На 4-й год, когда подряд я читал, и вдруг там пишет арийский язык Блаватского, древние слова, древнее такое. А я смотрю, это мне знакомо. Раз, другое слово знакомое. Сначала я не записывал, а потом я начал отмечать на полях эти слова. Смотрю, набирается. Оказывается, как часто термины древние, эзотерические. Раз, корни нашего слова, протокавказское, лезгинское. То есть она арийская. Потом я еще дальше занимаюсь. Что такое? Сыпется навалом. Ну вот эти слова, да, вот 1000 слов. Пример приведите. Пример. Допустим, карма, да? Это все знают карма, да? В точном смысле слова, да, это принцип воздаяния, да? Воздаяние. По делам. Вот что ты заслужил, то тебе дают, да? Сначала должен дать, а потом получишь. Кар – дело. По делам же говорят. Кар – дело. Май – даю тебе. Воздастся по делам. Воздаяние по делам, да. Влияние Кавказа на развитие мировой цивилизации эта теория привлекает множество ученых. Но у Дарвина Велибекова собственный метод. Он читает историю древнего мира в словах родной лезгинской речи. Потом я дешифровал, вспомнил, что у меня была книга. Я его держал все годы учения в Ленинграде, когда учился. Значит, «Жемчужина мифологии Скандинавии». Скандинаво-германских народов. «Младшая Эда». Она выведена, небольшая книжка, поэтому я с собой держал. Я восхищался там вот этому, количеству вот этого богатства, да, в общем, фольклорных там таких, да, мыслей. Да, маленькая книжонка, да. «Младшая Эда» Снорри Стурлусона. Это Один у них, Один Бог? Это у нас. Я вам объясню сейчас, если хотите. Значит, эта книжонка маленькая, я когда вспомню ее, досконально хорошо я не читал, но держал его, знал, что это мифология, а раз мифология, она ценность. Просто держал всегда хорошим чемоданчиком маленьким. И вдруг я вспомнил про эту книжку, достал, а там написано, что 700 слов до сих пор не дешифровано.
в этом. Книга издана на 50 языках Европы. 50 там на русском языке. Да, это у всех языках почти Европы. 50 языков. И там, значит, 700 слов не дешифрованы. Там такие слова, кырт, пырт, такие народные для лезгина. Я смотрю, все легко лезгински, да? Раз лезгинские это делают. Теперь я быстро сел и сразу, в течение сутки, 1,5 сутки там, 400 слов. Безошибочно сразу. 4 слова я прозвучал. Я жил в горах в детстве. Тем более не каких-то здесь в равнинах, там, где литературный язык делается. Литературный язык наш. Очень... Джабинский язык? Да, джабинский язык. Вот горные, в горах сидят, это архаические. Закон существует в эзотеризме. Устами Блаватской произнесенные. Значит, в горах культура сохраняется 1000 раз дольше, чем на равнине. Это закон природы. Исследования воплощаются в публикации. Им в соавторстве с другими учеными изданы книги, где художник выражает свой взгляд на уже привычные и устоявшиеся вещи. Кроме книг, свои статьи он публикует в новом издаваемом в Баку журнале «Алам». Кстати, журнал, хоть и вышел в свет совсем недавно, имеет уже успех в Азербайджане, потому что на страницах журнала печатаются статьи на русском, лезгинском и азербайджанском языках. В маленькой редакции журнала лезгинской культуры «Алам», что на 2-м этаже издательства, целый мир многонациональной республики Азербайджан. Редактор журнала Жалил Жалилов и Абир Тагиров сотрудничают с удинами, цахурами, рутульцами, крызами, будукцами, табасаранцами и агульцами, проживающими на территории Азербайджана. Дарвин Велибеков входит в редколлегию журнала «Алам». Вы можете сказать, по вашему, на взгляд художника, что объединяет две республики, Дагестан и Азербайджан? Люди. Люди сами объединяют, природа объединяет. Там никакой перехода нет, нигде я не видел, чтобы здесь одно, здесь другое. На границе люди такие же похожи. Беседовать с художником Дарвином Велибековым можно долго, потому что интересно. И что удивительно, беседа не утомляла, а наоборот придавала силы. Так же, как и его картины, непонятные, абстрактные, но заряженные созидательной энергией. В завершении встречи хотелось узнать, может ли наш дагестанский зритель познакомиться с картинами Дарвина Велибекова. А вы выставки делали в Дагестане? Я там участвовал во многих выставках. А если вам предложат с персональной выставкой приехать, это от кого зависит? Кто должен вас пригласить? Ну, руководство должно быть на уровне государства. И тот, кто отвечает, они должны представить возможности. Отвести работу, транспорт, таможенное. Союз художников. Они когда мы предлагали вам? Они не предлагают, потому что бедный союз художников Дагестана, у них нет возможности. Очень бедственное положение бедных художников в Дагестане. Я когда там был, я ужаснулся, как они заброшены. А никого в Азербайджане? Здесь, смотря на каком уровне. Где-то так гениально, что никогда не мечтать Дагестан. А где-то, смотрите, наши младшие братья могут сказать. Что вы пожелали бы? Там, я когда был на съезде, 84 человека присутствовали на съезде. А у нас здесь 2700 человек. Есть разница? Союз художников? Да. Что вы пожелали бы художникам Дагестана? Ох, традиционный вопрос. Да. Я им желаю творческих успехов. Я им желаю счастья, я им желаю условий, чтобы они могли полностью выразить себя. Я желаю им мира и процветания. Азербайджан – страна не только огней и нефтяных вышек. Это страна, в которой рождается прекрасная музыка и талантливые музыканты. В следующем сюжете я хочу рассказать вам об удивительной женщине, до конца жизни верно служившей искусству Азербайджана.
Женщине, которая не раз залу рукоплескал стоя, и чье дарование было высоко признано не только в Азербайджане и Дагестане, но и во всем мире. Эльза Ибрагимова. Кто в Азербайджане не знает эту женщину и не восхищается музыкой, ею сотворенной? Ее песни исполнял знаменитый Рашид Бейбутов. А сегодня их продолжают петь такие популярные певцы, как Флора Керимова, Ильхам Агулиева, Акиф Исламзаде. О творчестве Эльзы Ибрагимовой высоко отзывались композиторы Тихон Хренников, Георгий Свиридов, Кара Караев. Выдающийся композитор современности, народная артистка Дагестана и Азербайджана, заслуженный деятель искусств Азербайджана Эльза Ибрагимова родилась 10 января 1938 года в районном центре Аджикабул в Азербайджане, в семье железнодорожников Имамеддина и Суны Ибрагимовых. Родители видели способности девочки и отдали ее в музыкальную школу, по окончании которой она продолжает учебу в музыкальном училище. В 1958 году Эльза Ибрагимова поступает в Азербайджанскую государственную консерваторию. Первым ее учителем был замечательный композитор Джовдет Гаджиев. Спустя год она стала ученицей народного артиста СССР Кара Караева, который обратил внимание на ее незаурядные музыкальные способности. В качестве дипломной работы выпускница композиторского факультета Азербайджанской государственной консерватории выбрала один из самых сложных жанров музыки – концерт для фортепиано с оркестром. По завершении учебы в консерватории Эльза Ибрагимова поехала по направлению в Дагестан. Она знала, что ее корни здесь, ведь родители Эльзы были родом из села Ахты, и она прекрасно знала свой родной язык. Но поработав всего 1 год, она возвращается в Азербайджан. Яркой чертой ее творчества является сочетание интонаций и ритмов национального фольклора с выразительными средствами эстрадной песни. Ее песни можно с первых звуков, с первых фраз узнать, что это азербайджанские песни, это автор Эльза Ибрагимова. Она немного писала лезгинские песни. Это и «Приезжайте в Дагестан», песни о докторе. Это песни, естественно, лезгинские. Вот они явно отличаются от азербайджанских песен, что там присутствует лезгинский фольклор, лезгинский мелос. Она с глубокой любовью относилась, если она пишет азербайджанскую музыку, это к азербайджанской фольклору, а если лезгинский, так лезгинский. Эльза Ибрагимова однозначно, можно сказать, выдающийся азербайджанский композитор. Выдающийся, вот по-другому нельзя сказать. Я не скажу, что это лезгинскую музыку она внесла большой. Мы гордимся, что вот наша лезгинка внесла огромный, неоценимый вклад в азербайджанскую музыку. Вот сказать, в Азербайджане, где выдающиеся композиторы, как я назвал, там начинается Узери Гаджибекова, Кара Караев, Саид Рустамов, многие композиторы, сказать там свое слово, показать там, она завоевала огромный среди композиторов авторитет, среди исполнителей. Самые ценные являются вот исполнители, выдающиеся исполнители. Они ждали ее песни, они исполняли с удовольствием этой песни. Песня «Эй, Ватан» в исполнении Рашида Бейбутова стала визитной карточкой страны огней. Под звуки мелодии этой песни великий певец после кончины был предан земле. За годы творческой работы композитор не раз обращалась к камерным инструментальным жанрам. В ряду известных музыкальных сочинений Эльзы Ибрагимовой оперы «Афет», «Горящие колыбели», в которой отражена карабахская трагедия. В 1996 году она написала оперу, посвященную 200-летию шейха Шамиля. К сожалению, ни одно из этих произведений не нашло след 2009 года. Ее юбилей отметили и в нашей республике. Ученица выдающегося композитора и педагога профессора Кара Караева, Эльза Ибрагимова обрела самостоятельный путь в искусстве и с 1979 года стала членом Союза композиторов Советского Союза. Эльза Ханум живет в Баку, но творческие связи со своей этнической родиной она не прерывала на протяжении всех лет. Бахтияр Вагабзаде, это жемчужина азербайджанской поэзии, сказал: сплетенный Эльза Ханумы узор, музыкальный узор, всегда великолепен.
yalan söyleseydi, o birce kelmene 100 can verirdi. Ömrümü, günümü dert eyleseydi, ömrümü, günümü derman verirdim. Ömrümü, günümü dert eyleseydi, ömrümü, günümü derman verirdim. O çağlar necə də mənə haydılar, könlümə gözümə şəfək yaydılar. Ötən günlərimi qaytaraydılar, gelen günlerimi kurban vererdim. O çağlar necə də mənə haydılar, könlüme gözüme şəfək yaydılar. Keçən günlerimi qaytaraydılar, gelen günlerimi kurban vererdim. В большой скорби родных и близких и всех поклонников ее таланта и творчества в самом начале нынешнего года выдающегося композитора, народной артистки двух республик Азербайджан и Дагестан не стало. Ее брат Чингиз Ибрагимов, который всю жизнь был рядом, как никто другой, знал все произведения и занимался творчеством Эльзы Ибрагимовой, до сих пор не оправился от потери. Я потерял не только сестру, не только друга. Я потерял духовную пищу. Она ушла из-под ног моих. Потеря Эльзы Ханум большая не только для меня, как для брата. Это потеря для культуры, потому что высокопрофессиональные люди, высокоинтеллектуальные люди, нет больше рядом этого мастера. Я не смогу услышать с этого рояля, за которым она сидела, мне даже сейчас больно открывать его, я не смогу услышать ее гармонии. Искусство – это одежда нации. Эти слова сказал великий писатель Оноре де Бальзак. Эльза Ханум сшила такую одежду для двух народов и для кавказских народов, инкрустированную золотыми нитями, что она останется на долгие-долгие века. Он признается, что не может спокойно смотреть на рояль сестры. На этом инструменте сейчас красуется самый престижный в Азербайджане орден Мехрибан Анам, учрежденный супругой президента Азербайджана. Решением Национального фонда Деде Горгут и Совета аксакалов международного журнала «Азербайджан Дуньясы» известный композитор, заслуженный деятель искусств, народная артистка Азербайджана и Дагестана Эльза Ибрагимова за вклад в музыкальную культуру Азербайджана, укрепление дружеских и добрососедских связей между братскими народами Азербайджана и Дагестана удостоена ордена Мехрибан Анна. К сожалению, эту награду получили родные Эльзы Ханум уже после ее кончины. Нельзя сказать, что Эльза Ханум ушла от нас. Пока звучит ее музыка, она с нами. Потому что в звуках ее произведений осталась ее душа, ее переживания, ее надежды. В завершение сюжета предлагаю послушать песню, написанную Эльзой Ибрагимовой в исполнении певицы Магиры Шириновой.
Магира Ширинова поет песни не только на своем родном лезгинском языке. Она признанный в Азербайджане мастер мугама. Мугам – венец музыкального искусства азербайджанского народа и занимает особое место в культурной среде Азербайджана, так же, как и те певцы, которые смогли одолеть секреты исполнительского мастерства. Артистка Магира Ширинова не помнит, когда она стала увлекаться искусством исполнения мугама. Она говорит, что в их доме музыка всегда звучала. А когда звучал мугам, то отец не разрешал даже разговаривать. Родилась и выросла она в селении Лагар Кусарского района. В детстве участвовала в школьной самодеятельности, ходила в сельский клуб и очень любила праздники. Сейчас она известна в Баку как исполнительница народных песен и мугамов. Где бы я ни выступала, я видела, как слушатели реагируют на мугам и отдают предпочтение именно этому виду исполнения. Мне хотелось петь профессионально. Я решила научиться этому исполнительскому мастерству у признанного в Азербайджане мастера, профессора Азербайджанской консерватории, народного артиста республики у Алибабы Мамедова. Вообще мугам – это такое творчество безграничное, как океан. Постичь все тайны этого искусства невозможно. Каждый черпает сколько может и по своим способностям. Огромный вклад в дело возрождения этого исполнительского мастерства, пропагандирование мугама во всем мире, вносит супруга президента Азербайджана Мехрибан Алиева. Говорит Алибаба Мамедов. Я рад этому и уверен, что это настоящее высокое искусство не будет забытым. А Магира Ширинова пела в моем ансамбле «Умаюн», в котором она и выросла как мастер. Ее привел к нам ее супруг, тоже музыкант. Он сказал, что моя жена тоже поет. Давайте примем ее в наш ансамбль. Я сказал, что сначала я ее послушаю, и уж тогда решу, взять ее или нет. Когда Магира пришла ко мне, я был удивлен ее огромным желанием петь мугамы. Она быстро осваивала мои уроки. Мы начали разучивать с нею самый сложный по технике исполнительского мастерства мугам Баят и Шираз. К моему удивлению, она довольно быстро справилась. Мы сделали ее запись, и самые известные исполнители мугама были удивлены, что лезгинка так великолепно усвоила это мастерство. В фондах азербайджанского телевидения есть запись в моем исполнении. Я исполняю мугам Баят и Шираз. Вообще мугам исполняют больше мужчины. До меня Баят и Шираз мугам исполняла Сайбе Ахмедова. Мое исполнение признали многие и очень удивляются, когда узнают, что я лезгинка. Ведь мугам считается истинно азербайджанским народным достоянием. Магира Ширинова известна и у нас в республике. Часто ее приглашают в Махачкалу и Дербент на концерты. В последнее время она стала сотрудничать с композитором-песенником, народным артистом Дагестана Асефом Мехманом. Она приняла самое активное участие в юбилейных торжествах композитора. С Магира Ханум я знаком уже несколько лет. Впервые она исполнила мою песню на одном из моих юбилейных концертов. Я считаю, что сейчас мало кто из наших с той стороны реки Самур так хорошо поет. Она мне напоминает Дурию Рагимову. Магира никогда не будет петь, что попало. Ее песни бывают со смыслом. Она с Кусарского района, а этот район богат талантами. Это композитор Амар Аюбов, Фитулла Рагимханов, Эджер Гирейханов, певица Сульгия Гаджиева. Теперь этот ряд талантливых людей пополнила и Магира Ширинова. Особенность ее исполнения – это то, что Магира Ханум любую песню исполняет в свойственной только ей манере. Hürmettin
yaşayıştın mertebe yarkaka yazın zimaniyam yar fizrikeriz viri çalar dide çalkiyes kızan dizni masanı yazıye asef mehman buna hayil qadiz bi hürmet hayam ana qadal mi çeviler vallahi rikizda kan yazın da Язык творчества интернационален. Он не знает границ и преград. Музыка, живопись, сценическое и исполнительское искусство – это те незримые мосты, которые еще долго будут объединять народы двух республик – Азербайджан и Дагестан. Наша передача подошла к концу. Мира и благоденствия вам и вашим близким. До новых встреч!